Настраиваемся на новую неделю вместе с нами. Пусть она подарит всем нам успешные проекты, хорошие новости и только положительные эмоции. Да, доброе утро всем, кто присоединился в этот понедельник к нам в новый день, канал НВК Саха. Для вас мы работаем в прямом эфире, а мы — это Иван Луцкан и Екатерина Винокурова. Сегодня у нас на календаре 3 февраля. Февраль наступил, день недели, уже напомнить, понедельник. Кстати, что касается даты, знали ли вы, что блюдо с использованием моркови имеет собственный праздник? Очередной кулинарный праздник отмечают, конечно же, американцы. Сегодня они празднуют Национальный день морковного торта. Морковный торт, кстати, пользуется популярностью не только в Америке, но и в нашей стране, в частности, и в нашем регионе. Поэтому, если вы еще не попробовали этот десерт, то сегодня отличная возможность встретиться с друзьями или вечером за чаем вместе со своей семьей попробовать этот вкусный десерт. А вот что интересно, астрологи нас радуют. Вот если честно, да, всегда наблюдаю, астрологи всегда этим радуют. В общем, деньги будут сегодня. В общем, деньги будут идти со всех сторон. Главное — обращать внимание на мелочи. И самое важное, чтобы эти мелочи потом денежки-то и притягивали. Поэтому будьте внимательны, обращайте внимание на все. Причем деньги будут появляться с совершенно разных источников. Кто-то заметит повышение зарплаты, кто-то пенсия, кому-то и вовсе помогут родственники. Если у вас есть идеи по развитию или открытию своего бизнеса, то сегодня то этот период самый подходящий. Ну вот, я не знаю, верить ли астрологам или не верить, да, лично я предпочитаю надеяться только на собственные силы, и только они, скорее всего, притягивают. Хотя вчера в социальных сетях и во многих различных новостных форумах везде была тема одна. Это магическая дата, нумерология, астрология. Да, причем надо было загадывать желание там каждый 20.02, по-моему, в 22.22, что такое. Вот, в общем, занимались этим и от мала до велика, прямо там и часы фотографировали, и скриншоты экранов своих делали. Да, дата красивая, но вот есть ли в ней магия? Вот кто-то верит, а тот, кто верит, я думаю, может быть, как-нибудь. Успех приходит. Если вы, кстати, из тех и упустили возможность загадать желание, помедитировать, сделать карту желаний, сделать генеральную уборку, в конце концов, то не расстраивайтесь, у вас еще будет такая возможность, ведь в феврале будет еще несколько энергетически сильных дат. Это 20.02 и 22.02. Ну все, энергетика прямо на нас спустится. Ну ладно, вернемся к нашим делам земным. Сегодня у нас в программе огромное количество будет гостей. Буквально через пару минут мы поговорим о том, как получить земельный участок у нас в республике, какие есть механизмы, что для этого необходимо. Также мы поговорим с династией Максимовых-Платоновых, педагогическая династия, которая уже многие лет заняты в педагогике. Поговорим и с юноармейцами о том, как они будут отмечать год патриотизма, объявленный главой нашей республики Айсеном Николаевым. И поговорим еще о чем? Не помню. Чем? А вот пусть это останется секретом. Я специально оставлю интригу. Я знаю, что сейчас будет прогноз погоды. Да, сейчас прогноз погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 33, минус 38 градусов. Днем ожидается минус 30, минус 33. В заречных Улусах минус 30, минус 39 утром, днем минус 27, минус 35 градусов. В южных минус 30, минус 31, днем минус 27, минус 28 градусов. В Вилюйских минус 41, минус 45, днем минус 34, минус 36 градусов. В Нижнеленских минус 38, минус 41 утром, днем минус 35, минус 37 градусов. В западных минус 31, минус 38 утром, днем минус 29, минус 34. В Колымаге-Дигирских минус 33, минус 49 утром, днем минус 30, минус 39.
В Янских улусах минус 33, минус 46 утром, днем до минус 32, минус 38 градусов. На северо-западе минус 28, минус 44 утром, днем минус 28, минус 44 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 32 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1,4 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 28, минус 26 градусов. Доброе утро, мы продолжаем. Вот нам пишут наши зрители: доброго дня, доброго дня, всем февраль, и у нас минус 42. И задают вопрос, как вам это? Нормально, главное не минус 52. Так что держимся. В Якутске, кстати, как заметили, намного теплее, минус 32. Так что уверенно движемся к весне. Напоминаю, телефон нашей студии — это 8 914 279 22 62. WhatsApp-сообщение принимается именно на этот номер. Звонить не надо, но по возможности мы зачитываем ваши сообщения, а также вопросы, которые вы, может быть, зададите нашему гостю. И вот, кстати, подводя к нашему гостю, вот ты буквально недавно только о погоде говорила, а я вспомнил песню, которую Лариса Долина пела: «Важнее всего погода в доме, а все остальное там вроде как суета». Вот чтобы дом появился, нужен что? Земельный участок. Да, и об этом мы поговорим с гостем в нашей студии, руководителем Департамента по земельным отношениям Министерства имущественных и земельных отношений Республики Николаем Андреевичем Барнашовым. Доброе утро, Николай. Доброе утро. Доброе утро. Как же можно, получить индивидуальный земельный участок для индивидуального строительства? Да, вот самым основным способом получения земельного участка у нас в соответствии с Земельным кодексом является участие в торгах. То есть здесь, получается, органы местного самоуправления, они, во-первых, формируют земельный участок. Каждый на своей территории, знает, какие земельные участки, в принципе, свободные. Они их формируют, оформляют, проводят кадастровые работы и выставляют их на официальном сайте торгов торги.gov.ru. И дальше идет прием заявок и непосредственно уже проведение аукциона и заключение договора. Но у нас земельным законодательством предусмотрено исключение из этого случая, то есть когда у нас возможно предоставление земельных участков без проведения торгов. В данном случае гражданин вправе обратиться в администрацию с заявлением о предоставлении ему земельного участка. И в случае, если у него есть основания для предоставления и нет никаких других ограничений, администрация, она, во-первых, формирует земельный участок, если они сформированы границы, и, получается, публикует извещение о том, что такой-то земельный участок у нас планируется предоставить под индивидуальное жилищное строительство, и в течение 30 дней, если не поступили заявки от иных участников, то уже идет процедура предоставления. А если поступили, то тогда это уже путем аукциона проводится. А если, допустим, кадастровые работы муниципалитет сам не может провести, в силу, допустим, недостаточно средств и так далее, человек может сам провести кадастровые работы и прийти и сказать: вот я провел, можете вот это отдать? В принципе, кадастровые работы может сам провести, то есть за свой счет. Многие наслышаны о дальневосточном гектаре, но есть еще якутский гектар. Что это такое, с чем едят этот гектар, что на нем можно сделать? Да, действительно, у нас Земельным кодексом Республики Саха-Якутия предусмотрено предоставление якутского гектара. При данной ситуации, то есть человеку предоставляет земельный участок на сроком не более 5 лет безвозмездное пользование на территории муниципальных районов, за исключением административных центров. Здесь идет предоставление также без проведения торгов. Если границы у нас участка не сформированы, то формируем сначала земельный участок, потом, получается, уже процедура идет. Якутский гектар предоставляется для целей ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и для крестьянско-фермерских хозяйств, для осуществления их деятельности. А кто формирует эти участки? Тоже муниципалитет? Здесь тоже, если гражданин сам захочет, побыстрее все это сделать, то есть возможность есть формирование у гражданина и у муниципалитета. А вот в чем тогда разница между торгами и получением якутского гектара?
Тогда можно всегда так вот раз и получить, и не ждать торгов. Ну, потому что якутский гектар здесь получается можно получить не везде, то есть в административных центрах, то есть его уже не получить. Вот. И как бы разница в том, что торги проводятся в основном на право аренды земельного участка, да, а якутский гектар предоставляется безвозмездно. То есть получается. Ну и не всегда, в принципе, вот если брать территорию Якутска, то здесь ну, его нельзя получить, да. Где-то, допустим, в других населенных пунктах то получается, ну не везде земли просто свободны и нету, получается, возможности администрации там предоставлять. А вот, допустим, есть земельный участок, да, как на него оформить собственность, если он в аренде? Да, если участок находится в аренде, и мы построили на нем дом, то есть оформили, получается, все соответствующие документы и поставили его, занесли данные об этом доме в единый государственный реестр недвижимости, вот, мы имеем право подать заявление на предоставление земельного участка в собственность. Вот, и в данном случае заключается договор купли-продажи, и ну, как бы все, дальше процедура такая. Главное, чтобы вы построили свой дом. Вот у нас есть вопрос. Николай, да, у нас как раз только что поступил вопрос от нашей телезрительницы. У меня есть в Сатале собственный земельный участок, но не могу там оформить свой дом, зарегистрироваться, потому что наш квартал находится в зоне С1, да, правильно? Ага, что нам делать? Да, вот здесь на территории каждого муниципального образования у нас есть, получается, свои правила землепользования, застройки, да, то есть каждая территория, она распределена, ну, то есть зоны территориальное зонирование. То есть, относительно Сатала, скорее всего, там находится какая-то зона, вот, которая препятствует им в переводе. То есть возможно, эта зона не соответствует вот тем целям, для которых они, получается, хотят оформить себе собственный. А что это человеку да. надо сделать? Обратиться в администрацию об изменении вот непосредственно плана застройки? Да, это, да? во-первых, конечно, нужно проводить работу с администрацией, то есть, во-первых, уточнить, в чем вообще проблема, да, вот, и они вам предложат, то есть, какие-то пути решения, они всегда есть, да. Мгм. А вот где можно посмотреть свободные земельные участки? То есть, свободные земельные участки можно у нас посмотреть на публичной кадастровой карте Росреестра. Данный ресурс, в принципе, сегодня очень хорошо работает, и там отражены все земельные участки, на которых имеется, которые оформлены. На какой сайт? Еще раз. Публичная кадастровая карта города Якутска. Ой, не Якутска, а просто публичная кадастровая карта. Да, набираете, и она сразу находится. Также можно посмотреть на геопортале города Якутска и на геопортале Республики Саха-Якутия. А вот возможно как-то прирезку к участку оформить? Эти вопросы часто тоже возникают у телезрителей. Да, прирезку к участку возможно оформить, если соблюдены все нормы то есть если ваша зона соответствует той зоне, в которой вы хотите прирезаться, да, есть вот предельные, максимальные также размеры земельного участка, то есть это все смотрится, и в принципе, да, вы можете подать заявление на прирезку земельного участка. И тогда это тоже на торгах будет? Или... Нет, это будет без торгов. А да. вот предельные размеры Да, участка, предельные где размеры, узнать они утверждены в каждом населенном пункте, то есть есть собственные предельные размеры, да, то есть здесь нужно будет администрацию уточнять своих, да, и получается возможно оформление. Да. Да, действительно, земельная тематика, она очень такая важная, интересная, огромное количество вопросов возникает по ней. Куда можно обратиться, если есть такие вопросы? Ну, в первую очередь, да, вы всегда можете обратиться в орган местного самоуправления, также можете обратиться к нам, то есть мы проводим и личные приемы граждан, и даем консультации, то есть, в принципе, мы открыты для общения. Спасибо. Спасибо, Николай. Удачного Спасибо. вам дня.
плодотворной работы. А мы продолжаем. Дети – это цветы жизни, все мы это знаем. Детство – это волшебный период, о котором помнишь всю свою жизнь. Родители стараются сделать все, чтобы оно было беззаботным, и чтобы ребенок рос и развивался наравне со своими сверстниками. Природа распоряжается так, что порой рождаются дети с ограниченными возможностями здоровья, и настоящее чудо, что медицина сейчас позволяет восполнить недостаток. Во Дворце детства 30 января некоммерческая организация «Шаг в мир звуков» организовала конференцию, открытую встречу со специалистами. Украшали вечер активные, умные, веселые и очень талантливые дети, прошедшие процедуру кохлеарной имплантации. Но сегодняшняя наша конференция, она посвящена детям, которые имеют кохлеарный имплант. И сегодня такая возможность, когда специалисты, ведущие сурдологи России приехали к нам в Якутию, в Якутск, и мы открываем такую площадку общения родителей детей с кохлеарными имплантами, специалистов образовательных и медицинских учреждений получается, с ведущими сурдологами, аудиологами России. Благодаря деятельности общественной организации у нас создан такой смешанный ансамбль детей из 35-й школы, из 8-й школы посещают дети и, конечно, из коррекционных специальных школ. Гостем из Москвы стал руководитель научно-клинического отделения аудиологии, слухоречевой реабилитации Национального медицинского исследовательского центра оториноларинкологии, кандидат медицинских наук Антон Сергеевич Мочалов. Сегодня мы приехали ради детей, которые пользуются кохлеарными имплантами. Это техническое устройство, которое позволяет им полноценно слышать этот мир звуков, который нас окружает по приглашению общественной организации «Шаг в мир звуков». Кохлеарный имплант – это сложное техническое устройство, которое позволяет слышать взрослым и детям. Преимущественно эта программа, конечно, рассчитана на детей. Полноценно слышать – это некий протез, если говорить простым языком, не медицинским, который полностью заменяет рецепторный аппарат, нервные окончания, которые находятся у нас глубоко в ухе. Самая главная задача, наверное, кохлеарной имплантации, вообще в принципе, зачем ее было придумывать, это, конечно же, восстановление слуха у пациентов, которые имеют тотальную глухоту, высокую степень снижения слуха. Без этих устройств наши пациенты не могли учиться в массовых учебных заведениях, не могли полноценно слышать окружающий мир. Благодаря таким собраниям, которые сегодня конференциям, мы можем объяснить максимально доступно, что такое кохлеарная имплантация. Ведь многие боятся ее до сих пор, да, несмотря на то, что мы имеем положительные результаты. Моей дочери имплантация проведена в 2 года в городе Москва. О том, что она не слышит, мы узнали в 3 месяца, и в 4 нам поставили диагноз глухота. Конечно, для нас это был большой шок, но нам сразу сказали, что есть такая операция, кохлеарная имплантация, да, и мы сделали это, нас пригласили на эту операцию. Ну, я хорошо слышу с этим аппаратом, как обычный человек. У меня много друзей, читаю книги, играю на хомусе. Сандалина у нас участвует на научно-практических конференциях, на городских, на республиканских. Да. Она у нас очень активная. Но мы с ней тоже на этой волне тоже стали активистами. Это можно сравнить с чудом, а может быть это и есть чудо. То, что появившийся на свет ребенок с тотальной глухотой имеет шанс услышать этот мир. Максим Гоголев, Дмитрий Сергучев. Новый день. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Иван Петрович, как ты относишься к кофе? Я к нему никак не отношусь, потому что я его вообще не пью, не люблю. И вообще чай люблю, да, с утра. Но кофе... Да, а мне известно, что миллионы людей не представляют своей жизни без кофе. И я вхожу в этот миллион. Поэтому по дороге на работу и в течение рабочего дня они обязательно покупают чашечку эспрессо или капучино, которая в среднем, как мы знаем, стоит 100-150 рублей. А вот сколько на самом деле стоит кофе, мы решили разобраться.
По оценкам аналитиков, в России более 5000 кофеен. Эксперты считают, что за ближайшие 10 лет рынок вырастет со 130 миллиардов рублей до 1 триллиона рублей. И все это благодаря активно распространяющейся кофемании. Одна чашка кофе на вынос в среднем стоит 100-150 рублей. Эспрессо дешевле, потому что в напитке нет ничего, кроме кофе и воды. Капучино и латте дороже, в них добавляется молоко. Но что насчет себестоимости? 1 грамм кофе стоит примерно 1 рубль 45 копеек. Цена молока, добавляемого в кофе, зависит от объема. 200 миллилитров стоит 9-10 рублей, 270 миллилитров 12-13 рублей. Стаканчик для кофе на вынос, крышку, трубочку, сахар предприниматели, как правило, закладывают в себестоимость продукта. Стоит, где-то это в среднем 4-5 рублей. В стоимость также включены расходы на аренду помещения, коммунальные услуги и работу персонала. Оплата суммируется и делится на усредненное количество проданных за месяц чашек, примерно 12-15 рублей. Это стоимость данных расходов каждой чашки. Таким образом, себестоимость эспрессо 30 рублей, американо 31 рубль, капучино 40 рублей, а большой капучино 44 рубля. 2020 год принес россиянам уже огромное количество изменений. В январе в стране вступили в силу десятки новых законов. Они регулируют самые разные сферы жизни. Один из таких обсуждаемых – это закон о содержании безнадзорных животных. Также это касается закона, кто любитель интернет-магазинов, там по пошлинам есть изменения. Молодых мам, владельцев квартир. Однако перемены на этом не закончились, и февраль готовит новые сюрпризы. Какие в нашем следующем сюжете. С 1 февраля текущего года изменится размер ежемесячной денежной выплаты для федеральных льготников. Сумма повышается каждый год в результате индексации. Ожидается, что в 2020 году она составит 3,8%. В числе получателей ежемесячной денежной выплаты 61 категория льготников. Среди них ветераны боевых действий, инвалиды 1, 2 и 3 групп, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы, герои СССР и России. Перемены ощутят и автомобилисты. Продолжат расти тарифы системы «Платон». Собственникам большегрузов придется платить по более высокой ставке за проезд по федеральным трассам. Речь идет о владельцах машин, вес которых превышает 12 тонн. За каждый километр в пути необходимо выложить по 2 рубля 20 копеек. Размер прежнего тарифа составлял 2 рубля 4 копейки. Повышение скажется не только на финансовой состоятельности перевозчиков, уверены эксперты. Рост тарифов неизбежно отразится на стоимости доставок, а значит и на ценах в обычных магазинах. Торговые автоматы с февраля откажутся от кассовых чеков. Если устройство оснащено дисплеем и специальным программным обеспечением, необходимую информацию можно получить в электронном виде. Для этого достаточно только отсканировать QR-код чека с помощью обычного смартфона. Больше станет дальневосточный гектар. С 1 февраля участники программы смогут получить земельный участок еще в 2 регионах. Это Бурятия и Забайкалье. Пока такой привилегией будут пользоваться лишь дальневосточники. А с 1 августа оформить заявку на свой гектар сможет любой гражданин России. А мы продолжаем наш эфир. У нас в студии гости Лидия Николаевна Максимова, она глава династии Платоновых-Максимовых, педагогической династии, и Дмитрий Николаевич Платонов, ее младший брат, директор Института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Доброе утро. Доброе утро. Лидия Николаевна, в первую очередь хочется поздравить вас с праздником. Вчера, в магическую дату 02.02.20, у вас был юбилей. Вам исполнилось 25 лет. Мы вас поздравляем с этим праздником. Желаем вам здоровья, еще энергии и долгих лет жизни. Лидия Николаевна, как так получилось, что вы всю жизнь посвятили свою именно педагогике? Так получилось, потому что я училась на учителя. Выбранная профессия. Другую профессию я не представляла, потому что мама, папа были учителя, 10 детей, и мы все стали учителями. Потому что, наверное, от того, что самая уважаемая эта профессия, я учитель-врач, но в селе еще был агроном и зоотехник, больше не было профессий. И так как мама, папа всегда были в школе, разговоры были только о школе. Мы жили просто школой. И другого не было. И младше меня на 20, на 40 лет. Братья, сестры. Удивительно.
тоже так же было. Мы семья Ну, учительская. вы прошли путь от рядового педагога до директора одной из крупных школ города. Это 17-я, по-моему, Да. школа была. Вот если сравнить вот эти десятилетия, в чем, может быть, были плюсы системы образования тогда, в чем плюсы сейчас системы образования? Но времена меняются, и система образования тоже меняется, подходы тоже. Но учителя, главная цель – учить, воспитать доброму, хорошему, это все осталось. Но теперь недостаток, наверное, сейчас как-то учителя, в общем-то, предмет дают, и все, и думают, они, ребята, могут как-то сами дополнять, а раньше только учитель. Вот, все зависело от него, и учитель что только знал, все в школу нес. Это было хорошо. Дмитрий Но- Николаевич, вот, да, вот сейчас как раз, почему вы-то выбрали путь? Сестра или все-таки семья как-то оказала содействие? Да, ну и то, и другое, наверное. Ну, я тоже с самого детства отец, мать в школе. Ну, а сам то, что я выбрал, стал учителем физической культуры. У меня и старшие братья занимались спортом, и сестры занимались. И очень хорошие учителя у меня во время школы попались. И сразу поступил, конечно, в физкультурное учебное заведение. Ну, вот тоже всю жизнь посвятил физической культуре. Ну, и работа воспитания. Ну, я думаю, это самая такая благородная профессия, учитель. Так, и когда я маленький был, вот, в деревне, это учитель, это вообще смотрели как-то на такого большого человека. А учитель физкультуры – это уже человек, который несет здоровый образ жизни. Так? Мне тоже таким же хотелось стать. Вот я и пошел по пути того, чтобы стал учителем физкультуры. А Очень- сколько вот всего педстаж у всех в вашей У семье? нас 500, нынче 680 лет одной семьи. 680 лет? 680 лет. То есть вот все дети, да? Все которые- дети и папа, мама. Мы братьев, папы не берем, там тоже есть учителя. И сами они учителями были. Но вот одной семьи 680 Нет, лет. там еще не только мы, да, вот 10 человек, там еще есть дети наши, которые Дети, стали учителями. да, мы их племя. тоже Дети тоже берем. стали учителями? Да, Вот, есть. если говорить есть. о детях, внуках, они также Тоже продолжают. есть, только не все, конечно. Но дети не все стали. Сейчас уже Да. профессия Сейчас, чересчур много. Да, выбирают. Выбор большой. Выбор Выбор сейчас большой большой. стал. А по какому направлению пошли? Ну, физическая культура, Дмитрий Николаевич. А Да. вот дети по какому пути? Ну, у меня с физической культуры тоже одна пошла, У остальные меня- другие А у меня выбрали. архитектор. Все остальные. Интересно. И сын, и дочь, потому что муж был инженер-механик, тоже строитель был. И поэтому дети вот выбрали. Отмечали ли вчера свой юбилей? как-то? Отмечала, все приходили, я не звала никого, просто готовилась. Кто помнит, кто все шел, все, телефон красный был. А вот есть ли какие-то семейные традиции, какие-то особенные для вот вашей педагогической династии? Ну, такая традиция какая? Традиция только такая, что дома говорят только о школе. Все новости о школе. А знаете, сегодня у меня то было. И печаль тоже школьная вся. Вот. Вы помните всех своих учеников? Нет, всех, наверное, нет, потому что когда сам классный руководитель, конечно, помнишь. Это в 4 классе берешь, до 10 доводишь. Это больше помнишь, чем своих детей. Ну, а директором я 26 лет работала. Там вся школа. А вот ярких выпускников запоминали? Ярких, очень хороших, очень плохих. Помнишь? Насмерть. Да, А средних как-то вот на лицо тут помнишь всех. А имена не всех. Вот директором я была. А с выпускниками встречаетесь? Встречаемся. И я очень рада, они почему-то очень хорошо относятся, очень хорошо помнят. И даже помнят то, что ты вообще не запомнил. Ну вот, Лидия Николаевна, вот у меня есть список всех ваших наград, да, если мы их начнем перечислять, эфира даже не хватит, да, но основные, что вы заслуженный учитель школы ЕССР, грамота Президиума Верховного Совета ЕССР, учитель 21 века, грамота главы, огромное количество наград. Хочется сказать вам спасибо за ваш труд, за то, что вот такая у вас педагогическая замечательная династия. Дмитрию Николаевичу пожелать успехов в защите докторской диссертации, которая у него в этом году предстоит, и чтобы ученики всегда помнили тот вклад, который делает учитель для них.
Сейчас Спасибо. мы прервемся на короткую рекламную паузу, а далее продолжим наш эфир. Оставайтесь вместе с нами. Мы продолжаем наш эфир, и к нам приходит WhatsApp-сообщение на наш студийный номер 8 914 270 2262. Вот внизу вы его видите на ваших экранах. И поздравляют дорогую сестру Надежду Иннокентьевну с днем рождения. Желаю здоровья и удачу во всем. Из Жатая Александра и Артем. Жатайцы смотрят, молодцы. Ну а теперь слово хочется передать информационной службе нашего канала. Узнаем о последних событиях в республике, стране и мире. Доброе утро, это новости в студии Василий Радченко и главное к началу дня. Россия на фоне ситуации с распространением коронавируса с сегодняшнего дня приостанавливает движение всех пассажирских поездов с сообщением с Китаем. Об этом заявили в пресс-службе РЖД. Кроме того, Россия временно ограничила движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках госграницы с Монголией. Беспересадочные же вагоны Москва-Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют до Забайкальска. Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем полностью прекратилось с полуночи 3 февраля по московскому времени. Между тем, приостановлена продажа билетов на поезда из Нижнего Бестяха до Нерюнгри. Ограничения коснулись и вагонов без пересадочного сообщения ЖДЯ по маршруту Нижний Бестях-Благовещенск и Нижний Бестях-Хабаровск, отправляющиеся с 29 апреля 2020 года. Такие меры приняты в связи с планируемым изменением расписания движения составов. Начиная с 1 мая маршрут поезда Нижний Бестях-Нерюнгри планируется продлить до Тынды, что позволит обеспечить удобные стыковки с поездами дальнего следования до Благовещенска и Хабаровска. Введение нового графика значительно сократит время в пути в беспересадочных вагонах ЖДЯ, отправившихся из Нижнего Бестяха, уточняется в железных дорожных Якутии. Россиян ждут длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная рабочая неделя. Это связано с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день – воскресенье. В Роструде напомнили, что следующие длинные выходные будут с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта. Рабочая неделя после мартовских праздников также будет сокращенной с 10 по 13 марта. Следующие же длинные выходные будут только в мае с 1 по 5 число и с 9 по 11 мая. Затонувшее воздушное судно времен Великой Отечественной войны нашли под Новороссийском спустя 2 года поисков. Самолет Ил-2 обнаружил военный летчик Владимир Градусов. На кадрах видно, как водолазы работают на месте находки, пытаясь расчистить самолет от ила. Из-за сильного погружения штурмовика в породы морского дна его пока не удается идентифицировать. Воздушное судно также находится в перевернутом положении, из-за чего потребуется время, чтобы добраться до номера двигателя. По словам руководителя водолазной группы, необходимо найти и доставить останки пилота, чтобы определить его личность, после чего его можно будет исключить из списка пропавших без вести. Поднимать штурмовик со дна не планируют по причине хрупкости останков судна. Более 200 масс-рестлеров со всей республики соревновались за золото открытого чемпионата Якутска «Кимус-Масс». Турнир проходил в 19 весовых категориях. Среди мужчин, женщин и ветеранов соревновались по действующим правилам Международной федерации масс-рестлинга, то есть по системе с выбыванием после 2 поражений с разделением на группы А и Б. Турнир имеет большую историю, берет свое начало с 1979 года. Победитель получает право мастерский балл завоевывает для выполнения норматива звания мастера спорта Республики Саха-Якутия. Это очень стимулирует наших спортсменов. И как напряжение турнира очень прибавляется.
К другим темам. Московский зоопарк опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как большие панды Жуи и Дин-Дин резвятся в свежевыпавшем снегу. На минувшей неделе погода побаловала российскую столицу редким для этой зимы снегом, что вызвало неподдельную радость у панд. Дин-Дин залезла на стоящее в вольере довольно хрупкое с виду дерево, чтобы стряхнуть с его веток снег. По словам смотрителей зоопарка, это ее любимое место. Она регулярно забирается туда и балансирует на тонких ветвях. А когда ей все же приходится проигрывать неравную схватку с силой земного притяжения, Дин-Дин буквально стекает вниз, перекатываясь по стволу. Но и на земле панде скучать не приходится, ведь там тоже есть снег, в котором можно порезвиться вдоволь. Сейчас ненадолго прервемся, после чего вернемся к обсуждению главных событий утра. Не переключайтесь. Доброе утро. Мы продолжаем эфир нового дня. С 7 до 8 мы работаем в прямом эфире. Далее, после 8 утра, вы можете видеть нас в повторе на канале Якутия-24. Поэтому учитывайте это, когда отправляете ваше WhatsApp-сообщение на наш студийный номер 8 914 279 22 62. И кое-что уже пришло. Да, вот буквально несколько минут назад у нас в студии гостила Лидия Николаевна. Ее поздравляют с днем рождения. Мы очень хорошо вас помним. Свою учительницу английского. Любим, гордимся вами и желаем еще долгих лет плодотворной жизни. Ваши ученики из Чурапчинской средней школы, Лидия Николаевна. А также еще одно сообщение. Доброе утро. Поздравляем племянника Мичила и Сахаю с рождением дочери. Родилась она вчера в магическую дату 2 февраля. Пусть растет здоровой, на радость всем. Казаковы подписались. Да, мы продолжаем наш эфир с гостями в нашей студии. Они являются победителем фонда президентских грантов. Константин Григорьевич Нифонтов, кандидат ветеринарных наук, доцент Якутской государственной сельскохозяйственной академии. И Василий Домутов, студент 3-го курса этой академии. Он руководитель волонтерского центра Академии волонтеров. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос, наверное, Константин, вам. Да, вот что за проект, который вы реализуете? «Открытые сердца», по-моему, так называется. Да, это очень такой интересный проект. Он называется «Открытые сердца» для реабилитации детей с ограниченными возможностями. Именно направлен на то, чтобы дети наши, да, с ограниченными возможностями могли адаптироваться в условиях как социальных, как творческих, различных тех условиях, в которых они пребывают для того, чтобы адаптироваться и чтобы им было очень удобно и комфортно в условиях. Для этого существует ипотерапия. Что такое ипотерапия? Вот анималотерапия, ипотерапия – это вот именно использование лошадей для того, чтобы корректировать здоровье детей, не только детей, но и взрослых и так далее, и всех людей, которые как-то связаны или же какие-то проблемы у них, да, эмоциональном, может быть, состоянии, или же физическом состоянии. Они общаются с лошадьми, получается? Да, это общение с лошадьми и тактильная чувствительность, да, также и само движение лошади, оно передается именно на всадника, на человека, который сидит на нем. И тем самым работает вся группа мышц, которая задействована как в человеке, так и в лошади. Да? И на этом основана сама ипотерапия. У нас в академии имеется конно-спортивный комплекс, где содержатся лошади. И с марта этого года, с 1 марта, у нас уже начинаются мероприятия. Именно по набору, тестированию детей. Да. Мы вплотную будем работать с республиканской коррекционной школой. Там у нас будут задействованы педиатры, неврологи, да, для того, чтобы состояние детей оценивать. И у нас имеется ипотерапевт. Девушка, она, так скажем, единственный специалист, который имеет диплом ипотерапевта.
И, в принципе, вся методика тренинга, да, вот у нас разработана имеется, поэтому мы уже не первый год этим занимаемся, да, вот уже несколько лет мы вплотную тоже работали с детьми, у которых было ДЦП, да, вот, и с аутистами работали, поэтому опыт у нас имеется. Способ получается эффективный, да? Да, отзывы от родителей, от специалистов, они были очень хорошие, положительные. Конечно, любая, скажем, любой контакт с животными, да, вы же, наверное, знаете, что дети с такими ограниченными возможностями, они действительно ограничены, да, в общении. Вот этого им не хватает, и как раз эмоциональная составляющая, как раз то, что животные можно кормить, можно чистить. Ну, А вот если есть желающие, вот к вам можно обратиться, да, непосредственно в марте? Да, можно ко мне обращаться, можно напрямую в конно-спортивный комплекс, там у нас и директор есть, и ипотерапевт есть. Ну а так, я руководитель этого проекта, да, в прошлом году подали, и нам посчастливилось вот выиграть президентский грант. Ну, в ЕГСХ еще реализуется вот огромное количество проектов. Еще вот буквально создана была Академия волонтера. Что это за академия и кто в ней активно принимает участие? Активно в нашем движении это получается не только зооволонтерство, а получается весь спектр. Вот, допустим, недавно, вот когда проходила Мисс Якутия, наши активисты участвовали в качестве волонтеров на вот организации. И другие, вот, допустим, событийные мероприятия, да? Вот событийное волонтерство у нас тоже развивается. Вот. Но основным профилем нашим является зооволонтерство, так как мы являемся будущими специалистами в сельском хозяйстве, да, допустим, в ветеринарии. И получается то, что это будет более профильное. И вот мы сейчас осуществляем наш проект, который вот в прошлом году мы начали. В декабре мы провели большое мероприятие. И сейчас вот в конце января, 31 числа, если я не ошибаюсь, то мы сделали семинар, в котором мы для желающих провели курсы безопасного обращения с животными. Нам его проводил кандидат ветеринарных наук, хирург Стручков Николай Афанасьевич. И по отзывам студентов, которые в нем принимали участие, им очень понравилось. Спасибо вам большое, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать удачи в реализации ваших проектов, чтобы действительно эффект был достойный и наши ребята были социализированы в обществе. Действительно, да, интересные проекты. Удачи. Да, спасибо вам. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь вместе с нами, и далее мы продолжим. Добро пожаловать в новый день, 3 февраля на календаре. Умницу, красавицу мою Аину Илларионову Кокитока поздравляю с днем рождения. Творческих успехов тебе, крепкого здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Горжусь тобой, бесконечно люблю, целую. Твоя мама подписалась. Еще одно сообщение. Сейчас, секунду, я его найду. Сегодня очень длинное сообщение. Сегодня, 3 февраля, хотим поздравить любимого супруга, отца, дедушку, прадедушку Яковлева Григория Семеновича, уроженца Сунтарского улуса, с 75-летним юбилеем. Желаем тебе неиссякаемой энергии, любви и крепкого здоровья. Пусть все твои труды всегда оцениваются по достоинству. Желание помочь близким, родным, знакомым возвращается в многократном размере. Ты всегда радуешь нас своим присутствием, удивляешь идеями, помогаешь советами и практическими навыками. Мы все сильно любим тебя, уважаем и хоть чуточку стараемся походить на тебя. С днем рождения, 75-летием, наш дорогой Григорий Семенович. Поздравляют супруга Евдокия Ксенофонтова, дети, внуки, правнуки, семьи Яковлевых, Василенко, Бобровниковых. Замечательное сообщение, по-моему, мы присоединяемся ко всем сказанным словам.
Да, мы продолжаем наш эфир, и пришло время напомнить вам о прогнозе погоды, который сейчас утром, и что нас ожидает сегодня в течение дня в районах республики. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах утром температура воздуха колебалась на отметках от минус 33 до минус 38 градусов. Днем температура воздуха ожидается минус 30, минус 33. В Заречье утром было минус 30, минус 39 градусов. Днем минус 27, минус 35. На юге республики минус 30, минус 31 было утром, днем минус 27, минус 28. В Вилюйских Улусах минус 41, 45 было утром, днем минус 34, минус 36 градусов. В Нижнеленских Улусах минус 38, минус 41 было утром, днем ожидается температура воздуха минус 35, минус 37. На западе республики минус 31, минус 38 было утром, днем минус 29, минус 34. В Колымо-Индигирской группе районов минус 33, минус 49 было утром, днем минус 30, минус 39. В Янских Улусах минус 33, минус 46. Днем минус 32, минус 38. На северо-западе республики утром минус 28, минус 44. Днем сохранится такой же температурный фон. В Якутске в 6 утра температура воздуха составляла минус 32 градуса. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер западный будет дуть со скоростью 1,4 метра в секунду. Ну а в течение дня днем ожидается минус 26, минус 28 градусов. Ну а далее давайте ознакомимся со свежими вакансиями на сегодняшний день, которые представляет нам Центр занятости населения города Якутска. Итак, требуется водитель автомобиля, не имеющий судимость, без вредных привычек, стрессоустойчивые. Заранее позвоните по номеру 8 984 104 75 55. Заработная плата 50 тысяч рублей. Требуется инспектор отделения тылового обеспечения, служба В вооруженных силах образование ниже среднего, не имеющих судимость, возраст до 40 лет. Зарплата от 50 тысяч рублей. Требуется старший техник связи, АТС, старший техник группы инженерно-технического обеспечения и связи, служба в вооруженных силах, образование не ниже среднего, лица должны не иметь судимости, возраст до 40 лет, зарплата от 40 тысяч рублей. Более подробно с вакансией можно ознакомиться в Центре занятости населения города Якутска, тем более на данный момент Центр занятости открывает так называемые фронт-офисы, то есть места работы вне своего официального адреса. Вот буквально недавно на Петра Алексеева 19/3, как мне известно, был такой офис открыт, очень удобный, просторный зал, где можно получить всю нужную информацию о вакансиях, подать какие-то заявления, возможно, резюме и оформить какие-то свои документы. Вот такая хорошая новость. В год 75-летия Победы особенно важно взять лучшее из героической истории нашей Родины. Патриотизм солдат, подаривших победу всей планете, должен стать нам опорой, учить нас, не боясь трудностей, строить будущее нашей России. Этот год должен укрепить преемственность исторических традиций, создать крепкую основу для воспитания молодого поколения, уважению к Родине. Самая важная задача, чтобы наши дети и молодежь были уверены в востребованности и успешном будущем в своей стране. Именно вот с такими словами глава нашей республики Асен Сергеевич Николаев объявил 2020 год годом патриотизма. И поэтому у нас сегодня в студии гости. Это руководитель ресурсного центра по военно-патриотическому воспитанию Александр Кузьмин, Влад Макеев, ученик 10 класса кадетской школы-интернат юнармеец, и Саша Степанов, ученик 10 класса Якутской кадетской школы-интернат, также юнармеец. Доброе утро, ребята. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, во-первых, вот по поводу центра. Да? Центр, я так понял, был создан недавно, ресурсный. Чем он занимается, какие основные направления работы?
Так, ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи Республики Саха-Якутия был создан в 2019 году, 21 марта, приказом министра образования и науки на базе Якутской кадетской школы-интернат, как единый координирующий информационно-методический центр, который курирует военно-патриотическое воспитание на территории Республики Саха-Якутия. В настоящее время центр работает, как я уже сказал, на базе кадетской школы-интернат. С 1 сентября нами было проведено уже 10 республиканских основных мероприятий с охватом более 2000 детей. На 2020 год было запланировано уже приказом Министерства план основных мероприятий, где будут проведены в течение года 38 республиканских основных мероприятий. Вот сейчас, я так понимаю, был объявлен месячник, связанный как раз и с годом патриотизма. И какие-то мероприятия планируются? Да, ежегодно в системе образования февраль месяц объявляется месячником патриотического воспитания, где красной нитью будут проведены мероприятия, связанные с сохранением исторической памяти, заботой о ветеранах Великой Отечественной войны и тыла. И февраль мы отмечаем Дни воинской славы. Это вчерашняя дата, это разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. И 23 февраля День защитника Отечества. Это некий старт года. С февраля мы начинаем. И далее у нас идут плановые мероприятия. Это декада Победы в мае и так далее. Всего в феврале мы запланировали более 40 республиканских мероприятий. Это утвержденных планом Министерства образования. Но мы призываем всех наших коллег, педагогов и так далее не ограничиваться только принятыми документами и планами. Все мероприятия, которые запланированы на уровне школ, района, поселков, будут только приветствоваться. А вот каким образом можно принять вот тем же школам в районах? Может, нас и учителя сейчас смотрят, и сами ученики, может быть, у кого-то есть желание вот в республиканском мероприятии? Куда-то заявку написать? Все школьники, которые пожелают принимать участие, они непосредственно могут обратиться к своим классным руководителям, педагогам, организаторам, тем организаторам школы, которые это направление курируют. Уже планы школьные утверждены на основе республиканского плана. До Нового года мы направили в адрес всех начальников управления образования муниципальных районов утвержденные принятые планы республиканские, всероссийские. И в этом году также в год памяти и славы в Российской Федерации единым оператором выступает благотворительный фонд «Память поколений», где утверждены 230 патриотических, культурных и социальных проектов. Ну, как уже было сказано, что региональным оператором в системе образования является ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию. Вот движение «Юнармия», оно является таким одним из основных в области патриотического воспитания в России. Ребят, какие-то планы есть уже на год патриотизма, на год памяти и славы? На этот год у нас такие планы, как участие в акциях «75 добрых дел», которая уже ведется с конца прошлого года. Ну, а также принятие в городских мероприятиях ключевых, связанных с патриотизмом. Особенно у нас в планах участие в Параде Победы и парад на 1 мая, май. А вот 75 добрых дел, вот какие добрые дела обычно проводятся в рамках? С чего начали уже? Да, начнем. Ага. В основном это тимуровское движение. Мы помогаем ветеранам почистить двор, убрать снег, колоть дрова, ну и тому подобное. А вот много вообще ребят в юноармейском движении? В юноармейском охват более 10 тысяч, как я знаю. Но в нашей кадетской школе все юноармейцы. Вот почему выбрали именно кадетскую школу? Ну, кадетская школа, она более патриотична, и там подготовка к будущим военным профессиям и такого подобия. А вот вы уже, да, вы уже думаете о будущем, пойти в какую-то военную профессию выбрать? Ну, в кадетской школе там дают возможность понять, что такое военная профессия, как это получается. На своем опыте понять, что это. А с будущей профессией определились? Да. Кем хочешь стать? Ну, я иду не на военную,
не на военную, получается, а на гражданскую профессию. Это авиация гражданская. Ну, все равно серьезно. А Саш, ты, ты Саш? определился? У меня такие планы, как стать кинологом. Это моя заветная мечта. А именно кинологом просто с собаками работать или уже там в подразделении МВД? Как будет? Для начала просто, наверное, поработать, да? А как строится день вот кадета? Вот с чего у вас подъем начинается? Потом Во какие сколько задания? начинается подъем? Подъем начинается в 6:30. Далее идет зарядка, завтрак. У нас есть также утренний развод, там, где все кадеты строятся, говорят новости и планы на текущий день. Далее идет учебный процесс, обед. Ну, дальше учебные занятия. Это могут быть профильные занятия, строевая подготовка, а также... Физическая подготовка, да. Без нее никак. Иногда, получается, консультации идут у экзаменационных классов, также у 10-х. После этого у нас идет вечерний развод. Там также проверяют форму одежды, говорят, что произошло на этот день, дают планы на неделю. И отбой. Нет, после этого у нас еще есть немного времени на самоподготовку. Спасибо, ребят, за то, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать вам удачи в выборе профессии и удачи в проведении года и патриотизма. Перейдем далее, эфир продолжат наши коллеги.